этом году по всей стране откроют 50 штабов общественной поддержки. Один из них распахнул свои двери сегодня в Чебоксарах. С его основными площадками познакомилась наша съемочная группа. Штаб общественной поддержки Чувашской республики – это точка сбора инициатив, различных проектов как от общественных организаций, так и от неравнодушных жителей. Здесь, к примеру, проводят тренинги для волонтеров, которые собираются отправиться в зону СВО. А в кабинете по соседству психолог обсуждает с женами бойцов волнующие их вопросы. Все аспекты проживать. Ну да, я думаю, что планы немножечко все-таки чуть-чуть стали просматриваться, да, на будущее. Вот. И перспективы тоже жизни стала тоже просматриваться. В основном зале расположились сразу несколько площадок мастер-классов. Серебряные волонтеры плетут маскировочные сети и вяжут теплые носки для участников спецоперации. Дети пишут им письма. В будущем здесь развернутся и многие другие проекты. Штаб общественной поддержки сегодня открывается. Мы очень рады этому. Это место притяжения нашего общества, наших жителей, да, для того, чтобы здесь они могли, и активности, которые вы видите. Сегодня в Чувашии проживает более 128 народов и национальностей. И я уверен, что открытие этого штаба общественной поддержки будет площадкой и пространством для нас, чтобы мы дальше проявляли себя. Мы уже задумали образовательные проекты, социальные проекты, касающиеся вопросов проблемам экологии. Все в целом взятие, я уверен, я думаю, что этот штаб будет для нас очень полезно, чтобы каждый житель Чувашии мог проявить себя и проявить свои гражданские инициативы в пользу нашей страны. Также в этот штаб может прийти каждый житель Чувашии со своим предложением по развитию республики. Олег Николаев отметил, рассмотрят каждое. Есть возможность, ввиду того, что постоянно работает общественная приемная, в том числе задать любые вопросы, которые будут взяты в работу либо для немедленного исполнения, либо для учета будущей нашей работе, как во взаимодействии с федеральными органами власти, так и в организации работы на муниципальном уровне. То есть очень большой спектр возможностей здесь можно реализовать. В каждом штабе общественной поддержки страны открывается и шахматная школа Сергея Корякина. В Чебоксары гроссмейстер приехал лично, заодно провел сеанс одновременной игры с юными талантливыми шахматистами. Также он дал старт всероссийскому турниру, который пройдет на базе штабов страны. Приятно, что не забывается и развитие спорта, развитие детского спорта, и то, что здесь будут представлены шахматы, для меня это особенно приятно. И, конечно, я поддерживаю эти инициативы, потому что считаю, что для детей шахматы это очень и очень полезно. В этом году 2 больших турнира. В Чувашии уже традиционный шоколадный кубок будет проходить. И этот турнир пройдет в августе. Дети, юноши будут участвовать в нем. Мы хотим его сделать таким крупным международным турниром, привлечь сюда детей и юношей из других стран. И уже есть сигналы о том, что приедут. А в декабре будет финальный этап чемпионата России среди детей и юношей здесь, в Чебоксарах. Вообще в регионах уже открыто 77 штабов. Наполнение у всех примерно одинаковое. Но, как отметил депутат Госдумы Александр Сидякин, в чувашском отделении будут свои особенности. Чувашская республика, как одна из национальных республик, имеет свои национальные особенности. Здесь есть государственный язык. Понятно, что мы это будем учитывать в работе штаба общественной поддержки. Здесь появятся возможности как раз эту идентичность Чувашской республики показать. Здесь обязательно будут возможности для организаций, которые работают в сфере межнациональных отношений, быть представленными. И в этом смысле это как раз и есть особенность. Штаб находится на Карла Маркса, 36 и работает по 3 тематическим линиям – уверенность, гордость и вера в будущее. Уже завтра здесь пройдут первые мероприятия и встречи. Анна Центовская, Сергей Емельянов. Национальное телевидение Чувашии.